Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. История с нерадивым подрядчиком и уборкой снега с дорожных артерий района продолжает оставаться на слуху в нашем муниципалитете. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Вековой юбилей. Сосногорские сотрудники транспортной полиции принимали поздравления в честь столетия ведомства. Выявить на ранних стадиях. Медики напоминают о важности комплексной оценки состояния организма, другими словами, о диспансеризации. Мечте навстречу. Студент первого курса ВГИКа Богдан Ханин о тернистом пути начинающего актера. Борьба со снегом, как и борьба с безответственным подрядчиком. Тема, которую сегодня обсуждают в нашем районе все – горожане и жители поселков, пешеходы и водители, чиновники и общественники. Тропинки вместо тротуаров, колея и снежные отвалы на дорогах доставляют немало неприятных моментов жителям. Почему сложилась такая ситуация и как она будет решаться, разбиралась Елена Дложик. Февраль в этом году выдался особо снежным. А это значит, что работать снегоуборочная техника должна, если не в усиленном режиме, то хотя бы в штатном. Но компания, которая выиграла контракт на уборку муниципалитета, с этой задачей, мягко сказать, не справляется. Как власти собираются решать эту проблему? Этот вопрос мы задали главе района. Скажите, какие меры конкретно вами, администрация, предприняты для того, чтобы как-то разрешить эту ситуацию? 30 января мы провели обследование, составили акты обследования нашей уличной дорожной сети, после чего направили претензию подрядчику. Срок устранения этих замечаний был определен 4 февраля. 5 февраля по итогам повторного осмотра было выявлено, что улично-дорожная сеть находится практически в том же состоянии, что и на момент написания претензий. Более того, появились новые недостатки, которые были зафиксированы в том числе и ГИБДД города Сосногорска, и мы поняли, что подрядчик не справляется со своими обязанностями. Выходили ли вы на контакт с руководителем фирмы, и он как-то объясняет такое некачественное исполнение работ? Да, на контакт мы выходили. 5 февраля мы по закону уведомили подрядчика о тех недостатках, которые были не устранены, дали 10-дневный срок на их устранение, после чего 14 февраля у нас состоялась встреча. Учитывая, что большинство нареканий не были устранены, мы предложили подрядчику расторгнуть договор в добровольном порядке, на что получили отказ. Чем они мотивируют этот отказ? Они считают, что они справляются со своей работой? Да, подрядчик считает, что он убирает дороги качественно, и поэтому отказался добровольно расторгнуть контракт. 18 февраля в администрации района было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Информация об этом в соответствии с законом была размещена в единой системе в сфере закупок. И через 10 дней с момента уведомления подрядчика контракт будет считаться расторгнутым. Но до этого момента вся ответственность за его исполнение лежит на подрядчике. Параллельно с этим ведется и другая работа. Мы разработали некий, будем его называть, антикризисный план. Уже вчера мы разместили план закупок по выбору нового подрядчика на зимний период. Это с 1 марта по 1 мая. До момента заключения нового контракта и проведения процедуры торгов будем заключать договоры, единичные разовые договоры по уборке нашего города. Сергей Дегтяренко также рассказал, что контракт по содержанию уличной сети является одним из самых крупных в муниципалитете и полностью обеспечен финансами. Однако наличие денежных средств совсем не гарантирует качественного исполнения договора со стороны подрядной организации. На сегодняшний день ни один акт выполненных работ и никакие документы подрядчикам не представлены. В связи с этим, соответственно, и ни один бюджетный рубль не был заплачен по работам, выполненным подрядчиком. Из всего сказанного становится понятно, что для жителей района наступают пусть и ненадолго, но не совсем простые времена. Я прекрасно понимаю, что ситуация непростая, и больше всего в данном случае страдают наши люди. Это и пешеходы, это и автомобилисты. По пешеходным переходам и дорожкам не пройти, на дороге колея. Но мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы преодолеть эту кризисную ситуацию.
Об этом глава района говорил и на встрече с депутатами и общественниками. Он достаточно подробно и откровенно обозначил все связанные с этой ситуацией проблемы и обратился с просьбой об информировании жителей по данному вопросу. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 18 февраля в нашей стране отмечали День транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения МВД России, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте. С самого начала своего существования это подразделение имело в государстве особый статус. Ведь его специалистам была доверена работа по обеспечению и охране правопорядка на всех видах транспорта. Павел Дурников подробнее. Безопасность пассажирских и грузовых перевозок на всех видах транспорта, будь то железнодорожный, воздушный, морской или речной – основная задача сотрудников транспортной полиции. И с каждым днем эта работа становится более ответственной и опасной. Это было отмечено в рамках церемонии награждения сотрудников в День столетия ведомства. Ваша служба, я считаю, очень почетная, миссия у вас очень важная. И я уверен, что все пассажиры, которые пользуются транспортом, чувствуют себя в безопасности именно благодаря вам. Награды и благодарности за службу в этот день принимали как действующие сотрудники полиции на транспорте, так и ветераны. Николай Нисковский работе отдал четверть века. Свой трудовой путь начал в 71-м. Прошел службу от милиционера до начальника линейного отдела. Если вспоминать о работе, то, конечно, всего было очень много, работы много, совершалось преступлений очень много. Сегодня, может быть, как-то вот эти система обелечивания пофамильно пассажирских поездах людей, она может как-то сдерживать преступников от совершения каких-то правонарушений, преступлений, потому что все-таки уже фамилия на билете и зафиксирован в кассе, это может быть как-то сдерживает. Тогда это было все, еще учета не было никакого, и тогда, значит, преступлений совершалось очень много. Значит, в пассажирских поездах преступления всякие совершались, и кражи, и тяжкие преступления, и убийства, в общем, и хулиганство, в общем, совершалось преступлений очень много. Нам приходилось работать практически день и ночь. Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Николай Владимирович, как и многие ветераны ведомства, делятся своим опытом с молодыми сотрудниками, а те, в свою очередь, благодарны мудрым наставникам. Спасибо огромное ветеранам. Действительно, вы для нас, для действующих сотрудников, являетесь эталоном чести, мужества и достоинства. Ориентируясь на ваш служебный опыт, мы в практической деятельности в сегодняшний момент выполняем поставленные задачи. Десятки грамот, юбилейные медали и слова благодарности за отличную службу. Все это в адрес тех, кто стоит на страже нашей безопасности в тот момент, когда мы пользуемся услугами того или иного транспорта. Павел Дурников, Елена Двожик и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе продолжается профилактическое мероприятие по сдаче населением незаконно хранящегося оружия. Согласно постановлению правительства Коми, за добровольную сдачу незарегистрированного оружия или боеприпасов предусмотрено денежное вознаграждение. То есть человек приходит сам в отдел внутренних дел и пишет заявление о том, что желает сдать оружие, которое у него незаконно хранится. При этом он освобождается от уголовной ответственности и получает денежное вознаграждение. То есть, для примера, гладкоствольное гражданское оружие – это 4000 рублей вознаграждения, нарезное гражданское оружие – это 5000 рублей вознаграждения. То есть человек пришел, сдал, за это ему никаких пагубных последствий не будет, получит денежную компенсацию. Добавлю, что по итогам прошлого года жителями Сосногорского района было сдано 22 единицы огнестрельного оружия, в том числе 6 незарегистрированного, а также 97 патронов и 3 основных части к огнестрельному оружию. Стражи правопорядка также обращают внимание жителей района и на то, что в последнее время активизировалось мошенничество при совершении безналичного расчета. В частности, это касается онлайн-покупок. Ввиду того, что очень много стало безналичного расчета везде, преступления в данной сфере увеличились, потому что совершить данное преступление намного проще, чем какие-то хитроумные замыслы и найти человека по таким мошенничествам для нас намного тяжелее.
Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, достаточно знать, как они действуют, и соблюдать правила пользования мобильными телефонами, пластиковыми картами и компьютерами. Большая часть всех мошеннических действий начинается со звонка и направлена на самых доверчивых граждан, которые готовы отдать последние деньги и ценности, лишь бы с их родственниками ничего не случилось. О чем бы хотелось уберечь людей? Не сообщать свои личные данные, паспортные, данные карты, для того, чтобы впоследствии злоумышленники не воспользовались ими. Беречь свои денежные средства. И по всем вопросам обращаться в банк, если какие-то, получается, ситуации непонятные, сразу же звонить банковским работникам, спрашивать действительно. И самое главное, это не сообщать информацию никому, в том числе и банковским работникам, потому что банковские работники не будут спрашивать у вас ничего. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть отдела МВД России по городу Сосногорску. Начиная с 2013 года в России проходит масштабная программа периодической диспансеризации населения старше 21 года. Ее основной целью является раннее выявление проблем со здоровьем и хронических болезней в начале их развития. Подробнее в нашем материале. Более 120 тысяч жителей Коми в прошлом году прошли диспансеризацию. Эти цифры приводит региональный Минздрав. Среди выявленных случаев это болезни системы кровообращения, эндокринной системы, органов пищеварения, а также сахарный диабет. Медики отмечают, что диспансеризация в первую очередь направлена на поиск онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых рисков и хронических неинфекционных заболеваний. Уже в этом году бесплатно проверить здоровье смогут жители, рожденные в 29 году прошлого века, и каждые последующие 3 года, вплоть до 98-го. Для этого нужно лишь обратиться в Сосногорскую ЦРБ. В отличие от прошлого года у нас диспансеризация, сама общая диспансеризация взрослого населения один раз в 3 года, которая проходит, она в принципе не изменилась. У нас остались все те же обследования, те же доктора. Единственное, что я хочу сказать для нашего населения, что диспансеризацию, во-первых, на нашей базе проходят лица, которые прикреплены к нашей поликлинике. И если вы обращаетесь по диспансеризации, не надо обращаться в регистратуру, вы сразу идете в 20-й кабинет, минуя регистратуру, я думаю, сэкономите ваше личное время. Дальше уже фельдшера кабинета профилактики вам все четко расскажут по маршрутизации. Что касаемо нововведений, в отличие от прошлого года появилась промежуточная диспансеризация, которая проходит один раз в 2 года. Она касается граждан возрастной категории 49+. Что делается во время этой промежуточной диспансеризации? Для женщин это проведение маммографии, и в определенные возраста это кал на скрытую кровь, мужчины это кал на скрытую кровь. В рамках диспансеризации взрослого населения кал на скрытую кровь мы проводим не обычным способом, а специальным иммунным способом, который с наибольшей вероятностью позволяет выявить онкологические заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Каждый житель по итогам комплексной оценки состояния своего организма получит так называемый паспорт здоровья, а также рекомендации относительно его сохранения или требуемой медицинской помощи, которая будет оказана в полном объеме и бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Павел Дорников, Вести Тимана, Сосногорск. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые связаны с профессиональным театром или кино? Ответить на этот вопрос теперь мы, сосногорцы, можем утвердительно, благодаря Богдану Ханину, выпускнику Сосногорской гимназии, а ныне студенту 1-го курса актерского факультета ВГИКа. Почему молодой человек выбрал актерскую профессию и как учеба во ВГИКе изменила его жизнь, об этом Богдан рассказал в своем интервью нашей программе. О том, что Богдан обладает незаурядными творческими задатками, его родители поняли еще в раннем детстве. С 3 лет он начал рисовать, в 5 запел, потом увлекся музыкой и театральным искусством. Это было прекрасное детство, прекрасное время. Хорошо, что оно было именно такое. Спасибо маме с папой, которые с самого детства, с 5 лет, по-моему, уже определили меня в такую стезю актерского мастерства, артиста. Богдан вспоминает, что свободного времени в школьные годы практически не было. Но у него никогда не возникало чувства, что он занимается чем-то не тем. Учиться актерскому мастерству в самом лучшем вузе страны он стал мечтать с 7 лет.
Так что, можно сказать, на сегодняшний день одна его мечта осуществилась. Но природа ведь не терпит пустоты, поэтому вслед за этой мечтой появилась новая – стать хорошим актером. Сложно ли было поступать? Ну, поступать сложно, конечно, потому что это время. Нужно было дома и готовить и домашние задания, и ЕГЭ, и учить эту сумасшедшую программу. Там неизвестно сколько прос, неизвестно сколько стихотворений, басни, песни. Еще нужно было думать, чем ты будешь удивлять. Потому что да, есть такие хорошие вопросы. Удивите. И ты, а как ты будешь? Не придумал я как-то. Вот. И все это началось в апреле. Ты уже должен был знать программу, уже ехать в Москву, туда-сюда, обратно. Эти все переезды, это такая, как каска на голову, очень сильно давит. Школа, сдавать ЕГЭ, опять куда-то уехать поступать. И то, и другое было крайне важным. Ведь если не сдашь ЕГЭ, то и с поступлением в ВУЗ можно было распрощаться. Поэтому в поезде по пути в Москву Богдан учил и повторял вступительную программу в ВУЗ, а на обратном пути – школьную. При этом молодой человек пробовал свои силы сразу в несколько учебных заведений. Давайте посчитаем. Щука, ГИТИС и ВГИК. В Амхате меня с 3-го тура скинули. По словам Богдана, ему немного не хватило для поступления на курс к Олегу Меньшикову. Но в итоге труды увенчались успехом. Теперь он полноправный студент актерской мастерской ВГИКа, руководит которой известный актер Игорь Ясулович. Первое, что поражает в этом человеке, говорит Богдан, это талант и сумасшедшая энергия. Вот это невероятная энергия 18-летнего человека, который сейчас может резко встать, показать класс, и рядом сидящая молодежь просто упадет от энергии, которой даже у них нет. И вот каждый день мастерства, когда он приходит, это для нас просто что-то невероятное. Вот пришел Бог, сейчас покажет класс, и мы все просто... Нам до него еще и лететь, и лететь. Это невероятной энергии человек просто. На него посмотришь один раз, влюбишься сразу. Настоящий актер, который верен профессии. Видя каждый день перед собой такие примеры, хочется не только учиться профессии, но и становиться лучше, перевоспитывать себя. И у Богдана, кажется, это получается. Я, наверное, уже не обладаю такой наглостью, которая была тогда. То есть я маленький мог позволить себе, ну, может быть, как-то нагло, как-то по-небратски разговаривать со взрослыми людьми, которые старше меня. Я как-то не видел возраста. Да, ну подумаешь, взрослый человек, все мы люди там... Вот уже со временем как-то попинали, да, показали, как грязь лицом моткнули, и уже не разговариваем так. Есть взрослые люди, к ним на «вы». Хамства никакого себе позволять нельзя, тем более уже вступив в актерскую профессию, мы должны понимать, что мы люди культуры, мы ее несем, на нас будут опираться, на нас будут смотреть, с нас будут брать пример, и не дай бог, как некоторые актеры, которые сейчас себе позволяют многое, там, не будем называть, не дай бог. Изменения в молодом человеке заметила и его первый педагог Наталья Тацкая. Очень изменился. Дело в том, что, мне кажется, у него до этого было больше амбиций. То есть он считал, что действительно он способен, он может, и все это, наверняка у него все легко получится, и, так сказать, он верил, как это, если не я, и так далее. Если раньше это был артистик такой местного театру, то теперь я вижу, что у него стремление к большему, более глубокому пониманию какой-то темы. И мне кажется, у него вообще очень большие перспективы. Кстати, приехав в Сосногорск на новогодние каникулы, Богдан поспешил в родной Дом культуры. Он с удовольствием делился знаниями, которые успел получить за первые месяцы обучения в ВГИКе с начинающими артистами местной театральной студии. Горчицу ели? Да, люблю горчицу. Но она меня не пробирает. А вот нужно, чтобы пробрала. Ну, харизматичность та же осталась, определенно. То есть тот же человек сумасшедший, можно сказать, живущий в своем мире, но при этом он подает информацию, очень интересно подает, хочется участвовать и, в принципе, заинтересовало очень. Сегодня Богдан Ханин, преодолев определенные испытания, находится на новой для себя жизненной ступени. Перед ним открываются новые горизонты. И на вопрос, как сделать первый шаг к своей мечте, отвечает. Знаете, вот если... мечтать, знаете, такая простая мечта. Ну вот я хочу там
Ну, быть космонавтом. А может быть и не быть. Ну, а может быть врачом. Тогда, естественно, ничего не получится. А когда есть определенная цель, которую ты поставил, и что вот все, вот буду космонавтом и больше никем. Вот потому что меня туда тянет. Вот нравится и все. И какие бы злые языки ни говорили, что это бред, это невозможно. Кто ты такой, чтобы быть космонавтом? Ну, все равно, если ты поставил, и ты будешь идти, несмотря на эти преграды, то без разницы, с какого боку подойдешь, сзади, спереди, слева, справа. Если ты поставил эту цель, ты все равно до нее дойдешь. Ну и иметь сильный характер, чтобы вот терпеть все вот эти обиды, все преграды, перескакивать. У меня также было, что и когда я всем рассказал, что я хочу поступить в ВГИК, был смех. Да, ты больной, ты вообще понимаешь, что такое ВГИК? И мальчик из Сосногорска, город которого даже не знают многие. Я говорю, ну и что? Я просто уже не могу без этого. Ну вот всю жизнь я в этом театре, всю жизнь в искусстве, в творчестве, я без этого жить не смогу. У меня другого выхода нет. У меня вот только туда. Ну не поступлю сейчас, поступлю на следующий год. Ну не на следующий, но через 3, через 4. Но поступлю в любом случае. Через сколько бы лет не прошло. То есть цель важно ставить, и все. А дальше уже и Бог поможет, и друзья, если есть. Сейчас Богдан ставит перед собой новые задачи, преодолевает новые трудности. Как говорит, времени катастрофически на все не хватает, поэтому старается не откладывать ничего на потом, а из каждого дня взять максимум полезного. И советует всем, если хотите чего-то достичь, действуйте здесь и сейчас. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В минувшие выходные в Сосногорском ледовом дворце «Звездный» завершился открытый турнир по фигурному катанию. В течение 3 соревновательных дней юные фигуристы боролись за медали и грамоты. Открытый турнир организаторы посвятили предстоящему Дню защитника Отечества. На ледовой арене «Звездного» фигуристы от 5 до 15 лет, и каждый старается показать свое мастерство. По словам тренера, успехи есть у каждого. Но самое главное, что ребята улучшают свои результаты. Успехи разные, но самое главное, что есть движение вперед. То есть детки показывают свои результаты, они продвигаются чуть-чуть вперед, шагают вперед. Самое главное, есть хорошая конкуренция между детьми Ухты и Сосногорска. Награждали ребят по разрядам в конце каждого соревновательного дня. Лучшие из лучших были удостоены медалей и грамот. В завершении выпуска о погоде. А в ближайшие дни она особо не изменится и будет относительно теплой. По прогнозам республиканских синоптиков, в четверг температура воздуха днем будет в пределах 6 градусов ниже нуля. Ночью около 10 мороза. В пятницу похолодает на пару градусов. Ожидаются осадки в виде снега, а также порывистый ветер. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.